привет! Вы на канале Стежка ТВшка. Помните новогоднее видео «Кошки и потерянная елка»? Кто не видел, обязательно посмотрите, оно очень интересное. Ну так вот, мы решили сделать вторую часть, которая будет называться «Кошки в поисках Деда Мороза». Работать над этим мультиком мы начали еще 29 ноября, так что за такую долгую работу обязательно поставьте лайк. Желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Теша, а у меня очень важный вопрос. Ты когда-нибудь видела Деда Мороза? Нет. А то, как он приносит подарки? Тоже нет. Давай исправим это положение и в сегодняшнюю ночь подкараулим Деда Мороза, а то я как раз поспорила с Ежульцем и Ежичем на тарелку мандаринов, что мы сможем увидеть его. Давай, только как? Ну, можно спрятаться под кровать. Если мы спрячемся под кровать, Дедушка Мороз увидит, что нас нет в кровати, и поймет, что мы хотим его увидеть. Давай лучше спрячемся под одеяло. Мне кажется, что тогда мы уснем и тоже не сможем его увидеть. Ну тогда давай сделаем куклы в виде нас, положим их в кровать, а сами спрячемся куда-нибудь в другое место. Давай, только я шить не умею. Я тоже. Давай попросим хозяйку, она никогда не откажет. Точно, пошли скорее к ней. Все почти готово, осталось только придумать место засады. Да что тут думать? Возьмем коробку и спрячемся в нее. По-моему, огромная коробка посредине комнаты будет выглядеть довольно странно. Ну тогда давай положим на столик скатерть и спрячемся под нее. Вот так уже лучше. Кошечки сделали себе засаду, оставив щель, чтобы можно было видеть комнату, и залезли под стол ждать. Пока они сидели под столом рядом с теплым камином, прошло немало времени. И вот настал тот час, когда послышался звон бубенчиков, а со стороны окна послышались шаги. Было слышно, как кто-то прошел в соседнюю комнату, а через мгновение около елки появились подарки. Вот только кошки уже час спали беспробудным сном, и так и не увидели, как Дедушка Мороз кладет под елку подарки. Так что для Ежульца и его друга Ежича пришлось покупать по тарелке мандаринов. Вот такая вот история. Надеюсь, вам понравилось продолжение. А тот, кто видит мой канал впервые, обязательно посмотри первую часть. Также хочу сказать спасибо, то что весь год ставили лайки и поддерживали меня комментариями. Вы лучшие 2000 друзей для меня. Поэтому я спешу пожелать вам в новом году самых лучших моментов, добра, волшебства и веселья, а также никогда не болеть и всегда быть радостными, добрыми и отзывчивыми. Еще раз говорю вам всем огромнейшее спасибо. Ну и встретимся в новом 2026 году.